Спустя 5 дней после киномании я решился смонтировать влог с киномании. Всем приятного просмотра! Я думаю, он это специально. Короче, всем хай. Опять влог с Тимуром. Опять он со мной гуляет. Как он меня уже... Надо. Ладно, короче. О, я впервые сматерился нормально в видео. Ура! Все равно замазано. Да, ну замазаться это важно, но все равно. Короче, Типа фанфики должны вылезть. немножко ветрено. Мы сейчас находимся возле парусов. Точнее, возле пиворуба. Да. И сейчас мы с Ромой учимся летать на дроне. Кадры с дрона чисто вот так. Вот. Все, закончилось. Рома откалибровал Air 2S. Кстати, он будет в мане. Влог с мана вы увидите совсем скоро. С нами какой-то человек все время ходит, задолбал уже с камерой, все время говорит с кем-то, мы не понимаем. Наверное, это он про себя. Да? О, там менты поехали. А менты — это запрещенное слово? Опять он какие-то глюки видит. Не, менты это... Да, запрещено. Но им неприятно будет. Это как сказать тебе, что ты Эдик. Типа такого. Нет, это уже запрещенное. На базу. Это база. Это запрещенное уже. Это опять влог с Тимуром. Надеюсь, вы не устали видеть мое унылое лицо на каждом влоге. Эдик, разрешаю тебе говорить. Спасибо, Тимур Сергеевич. Мы снова куда-то отправляемся. Ребята, это наша комната в киномании, в мане, Малой Академии Наук. Она достаточно широкая, типа, йоу! Пока у всех маленькая коробка, у нас жесткая большая коробка. Смотрите, правда, душевая кабинка маленькая, конечно, но и туалет более-менее. А здесь Рома лежит. Чё? Не пон? Не пон? А почему у тебя холодильника у меня нет? Вот так вот. У меня просто есть адреналин. Время 6:32. Мы сейчас ужинаем. Преподы кушают отдельно, то есть здесь никого нет. На ужин у нас пельмешки, чаек, хлебушек и Тимурка. Он тоже подается на ужин. Да. В свежем виде. Свежий сорт. Вот. Так, здесь есть сметанка, сахарок, повидло, перец, соль, салфетки. Опять он с кем-то Ну и разговаривает, даже во время еды, боже, с кем ты разговариваешь? С подписчиками. Всем хаюшки. Я опять разговариваю с коробкой. Короче, из-за того, что у меня немножко началась болеть голова. Чё? Из-за того, что у меня немного начала болеть голова, мама порекомендовала мне чай черный, крепкий, с сахаром. Вот. Пью. Выпиваю. Вот. Что могу рассказать? Нам всем пизд... Это как минимум. Мне-то хотя бы нет, но нам всем пизд... У Тимура послезавтра пока занятий нет готовых. Ну, бывает в жизни огорчения. В мане, по крайней мере, мы здесь только побывали мало, но все равно более-менее мы здесь только побывали мало. Уже как бы освоились. Ребята, детишки, ребята, подростки здесь более-менее. В моей группе тем более. Отбросов нет, детишки. Мамбетов тоже нет. Вот. Я у Ромы забрал укрепление, и скоро вы увидите, как мы с Тимуром играем с волейболом. Ребята, мы идем в душ. Да. Камера пишет. Так, сейчас. Тимур, ты чё? Ладно, видите, он не гол. Ну ладно, все, пока. Ребятушки, hello, как говорится. Я только проснулся. По сути, завтрак уже через 9 минут.
Ну, завтракают, правда, только студенты, поэтому мы завтракаем потом. Мне кажется, Тимур еще не проснулся. Сейчас нужно умыться и разбудить Тимура. Влог продолжается. Короче, дело такое, что нам принесли оборудование. Наше оборудование. Кто-то настраивает, вот Рома. У меня батарейка. Да, настраивает, а кто-то поет караоке. Ну, у них прям жесткий хор. Было бы хорошо еще дрон починить. Что такое, Эдик? Я все Андрею Сорокину расскажу. Ты с Улус Медиа, да? Да. Так, сегодня 2 ноября. Мало Академии наук. Кто-то рэп читал, кто рисовал граффити. Да, мне можно. Я разрешаю. Якутия 24, попадешь? Алекс, фоткай меня, пожалуйста. А, реально, GoPro. Короче, сейчас уже обед. Я завтрак вроде бы не снимал или снимал, но я не помню. А на обед у нас макарошки с курицей, содой. Вау. С содой. Борщик и салатик. Тут автоматические шторы. Это прикольно. Короче, Тимур ни разу не пробовал голубцы. Типа, он живет сколько уже? Много лет, но он ни разу не пробовал голубцы. Это очень странно. Голубцы едят все, абсолютно все. Для превью. Мокренько. Влажненько. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Айка. Короче, мы сходили в магазин, купили себе доширак, это запрещенка. Вот. Не только. Что? Да. Вот. Тимура там, надеюсь, не видно. Короче, у нас есть тайная ключ-карта, сегодня у меня 8. 8 это значит перевернутая бесконечность. Когда раньше не занималась творчеством, просто решила, что это очень интересно. И Меня зовут Максимов Августан, мне 15 лет. Меня зовут Влад, мне 14, я из Якутска. Меня зовут Ян, 17 лет. Всем привет, меня зовут Заиля, мне 16 лет. Я Вика, мне 16 лет. Борисов Иван, мне 15. Всем привет, я Вероника, мне 14. Меня зовут Улаева Карина, 16 лет. Всем привет, меня зовут Айса, мне 16 лет. Меня зовут Горохова Снежана, мне 15 лет. Всем привет, меня зовут Рома, мне 16 лет. Я люблю пиццу. Меня зовут Папа Матура, мне 15. Меня зовут Фара, мне 14. Потому я сперва хотел быть монтажером, либо режиссером, но
да, и круто снимать буду. Ну, я посчитал это наиболее интересным из того, что нам дали выбрать. Мой старший брат тоже сейчас оператор и фотограф. И он как бы тянул меня за собой, и вот увидев, что мало Академии наук проводит бюджет зачета, и вот решил тоже операцию выбрать. Интересно. Достаточно трудный вопрос. Ну, скучно было. Если честно, я не знаю, я просто выбрала. Все просто, потому что мне нравится снимать видео и хочу попробовать свое направление. Это для меня новое, да и в принципе мне нравится фотографировать и так далее. Я думаю, что занимаюсь этим 2 года. Мне нравится снимать и фоткать. Я хотела попробовать что-то новое. Да. Моя любимость. Наверное, любимая цитата. Наверное, из фильма «Брат» как раз и отвечающая на вопрос, в чем сила. Сила в правде. Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Цитат нет. Для того, чтобы началось что-то новое, должно закончиться что-то старое. Мудрено и трудно жить просто. С большей силой приходит большая ответственность. В принципе, у меня нет, но, наверное, если бы все люди были одинаковыми, то мир было бы скучно. У меня нет любимых цитат, у меня есть... У меня даже нелюбимых нет, мне все нравятся. Сейчас вот здесь появится цитата. Оп. Вот, цитата появилась, которую он любит. Понимаю все, но очень как-то, как можно объяснить это? Трудно, но не трудно. Типа, да, я понимаю. Практически, ну, все понимаю. Но на практике сложно. Практически все понимаю. Да, мне самой это все очень интересно, поэтому я всю информацию впитываю как губка. Занятия проходят интересно, я все понимаю. Хорошо проходят занятия, и в большем случае я все понимаю. Занятия проходят классно, мне нравится, это прям то, чем я хотела заниматься. У меня папа фотограф, но в будущем, в прошлом ходил там фотографом, и у него там все эти активы, все фотографы, и в детстве мы всегда рассказали всякие семейные мероприятия. Ну, в теоретической части это все просто, а вот в практической возникают трудности. Занятия проходят хорошо, мне все понравилось. Я научился снимать на камере и собирать стабилизатор. Занятия проходят отлично. Да, я все понимаю. Все понимаю. Да, классно проходит. Все понимаю. Нет, я в деревне обычно мероприятия проводятся с их. Там моя сестра, у нее фотоаппарат, и она мне дает, и я обычно туда-сюда снимаю все. Нет. Она легкая. Нет? Нет. Ну, да, впервые было сложно, но потом со временем я уже все вот это освоила, поэтому сейчас все это на изи. Для меня трудно. Во-первых, потому что она дорогая, а во-вторых, они бывают тяжелые. Нет, не сложно, оказывается. Я сразу же приспособился к моей камере Canon GF26. Сначала было непривычно, но сейчас лучше. Да. Нет. Она легкая. Нет, сложно. Да, нравится. Почему? Потому что я люблю снимать. Да, потому что это одновременно и легко, и сложно. Да, мне это очень нравится. Да. Очень. Нравится? Да, мне нравится быть оператором. Да, нравится. Да. Да, нравится. Да, мне нравится. Да? Не знаю. Камера, привет. В мышцах. Мотивации. Камера. Сила в семье. Сила в правде. Умственное развитие. Сила в правде. Сила в деньгах и в соцсетях. Решать буду в этом. Сила в деньгах. В вампирах.
Сейчас чисто. Привет, с вами Скарфа. Это мое предпоследнее занятие. Ура! Короче, в общем, занятия в Малой академии наук прошли довольно замечательно. Все мои студенты няшки, все мои студенты очаровашки. И самое главное, надеюсь, они поймут, что и как управлять камерой. Вот. Сложно ли быть преподавателем? Конечно, нет, потому что ребята у меня довольно активные, довольно позитивные. Они все сдружились. Я поначалу думал, что 13 человек коллективно невозможно сдружить. Оказалось, возможно. Давай выйдем. А? Вот здесь. Может расчистить для него площадку? Не надо. Так. Облет. Ага, запись. Плавнее. Не спеша. Не спеша. Держим.